Вот так мгновенно обрывается надежда о спасении у девушки Назик, сбежавшей из рабства. Главный герой фильма Азамат остается перед лицом жестокой утраты и безысходности. С этого момента жизнь мужчины меняется, и он бросает вызов преступному миру. Фильм держит в напряжении весь зрительский зал. Позже режиссер Дастан Джапар Рыскелди раскрыл все душевные тайны главного героя своей киноленты. Я снял фильм про сломленного человека, который в детстве потерял маму, родителей разведенных. И эта детская травма управляла этим человеком до взросления, да? До сегодняшнего дня, можно сказать. И этот сломленный человек был готов пойти на все, что угодно, чтобы как-то проститься или заново открыть потерявшую маму. Поэтому это больше управляло им. Фильм оставляет многие моменты открытыми. Например, что случилось с лучшим другом главного героя Самата. Нет ответа и на главный вопрос, а смог ли главный герой по-настоящему отказаться от преступного мира. Одним словом, зрителям есть над чем подумать. Держал он до конца, очень напряженно было, но поразил тем примером, что мужчина, главный герой, предан остался себе и, несмотря на трудности, остался верен себе и все равно продолжал, хоть было очень сложно. Фильм потрясающий, очень многому учит. Я думаю, он будет достоин премии. Знаете, какой крутой ход режиссер. Мы все-таки пришли к такому выводу, да, концовка, что все-таки режиссер наверняка дал какую-то надежду зрителю, что, может быть, его друг Самат нашел какой-то третий вариант. Да. Вот. Да. Мы все-таки ушли с этой надеждой. Уходим с этой надеждой, да, что жизнь и дружба готовы победить в этом мире. Кинофестиваль почти на подходе к финалу. Еще один из последних фильмов к показу стала кинолента «Обратная сторона медали». Она рассказывает историю спортсменки Назик Авдалян. Режиссер фильма Анна Максим отметила, что сама занималась тяжелой атлетикой и понимает, что стоит за успехами спортсменов. Иногда мы живем и не понимаем, что творится в жизни другого человека. Мы можем понять только победу, и нам трудно понять, что за этой победой. И я просто хотела показать плоть и кровь, то, что состоит, от чего состоит жизнь, и что иногда мы просто не в состоянии видеть. Отметим, что все результаты жюри вынесет 13 июня. Из Кыргызстана полнометражные картины представили продюсер Рустам Сайдаматов и Дастан Джапар Рыскелди. Аймерим Назарова, Руслан Бараненко, ЛТР Сочи.